Коронавирус вносит коррективы во все сферы жизни, законотворчество не исключение. Обсудим меры поддержки бизнеса прямо сейчас вместе с гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения с депутатом Госдумы от Республики Башкортостан Рафаэлем Марданшиным. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие наиболее значимые изменения в связи с коронавирусом вы можете отметить? Что видите вы? Изменения в законодательстве? И вообще в целом в нашей жизни сейчас? Но у нас очень многое что изменилось, конечно. Изменился обычный, привычный уклад жизни, изменились все и коммерческие отношения. И, конечно, это большой, серьезный отпечаток наложило на предпринимателей, в первую очередь на малый и средний бизнес, которые пострадали, уже почувствовали вот это негативное влияние и коронавируса, и влияние экономической ситуации в целом в мире и в стране, то, что упали цены на нефть, повысился доллар, это тоже, и плюс те санкции, которые еще никто не отменял в отношении России, вот эти все три фактора, они наложились, и, конечно же, я могу отметить, что ситуация складывается непростая, и, конечно, и со стороны правительства, и со стороны региональных властей должны приниматься и меры поддержки в отношении предпринимателей, и в отношении обычных граждан, в первую очередь малообеспеченных, социально незащищенных наших граждан. Ну и, конечно, Госдума в этой связи, конечно, тоже не будет оставаться в стороне, будет готовить ряд законодательных инициатив и в оперативном порядке их принимать. Ну, в этой шоковой ситуации с чего начинают работы Госдумы? Что в первую очередь, какие меры поддержки рассматриваются сейчас для бизнеса? В первую очередь, конечно, Госдума будет рассматривать вопросы, связанные с ужесточением наказания. Вот так как очень непростая ситуация складывается в ряде регионов нашей страны, связанные с обеспечением безопасности наших граждан, приняты определенные правила санитарно-эпидемиологические, которые некоторые наши граждане не соблюдают. И вот этими своими действиями наносят определенные и вред, и такая преступная халатность, она может очень дорого стоить. И в случае заражения это может привести очень к каким тяжелым последствиям. Поэтому есть определенные ограничения, есть определенные запреты и правила, но в данный момент не существует ответственности за нарушение вот этих правил. Поэтому Госдума на одном из своих ближайших заседаний, скорее всего это уже даже 31 марта, будет рассматривать поправки и в Уголовный кодекс, и, возможно, и в Административный кодекс по ужесточению наказания вот за нарушение правил поведения в такой ситуации. Ну, кстати, говорится об ужесточении санкций для тех, кто нарушит карантин. Их могут приравнять к террористам, а по этой статье уже наказание до 20 лет лишения свободы. Это соизмеримо, как вы считаете? Ну, в данный момент такие радикальные меры СМИ уже публикуют. Не предлагается. Нас в данный момент было предложено и председателем Госдумы Володиным, и председателем Комитета по госстроительству и законодательству Крашенинниковым Павлом поправки в Уголовный кодекс, которым предлагается ужесточить вот это наказание за нарушение правил, установленных правил, санитарных правил. И предлагаются большие штрафы. В первую очередь это штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Ну и, конечно, если предлагают ввести еще квалифицирующие признаки, что если это повлечет смерть одного человека, то там уже наказание более строгое, вплоть до лишения свободы предлагается до 5 лет. А если это повлечет смерть 2 и более людей, то там предлагается наказание такое, что лишение свободы до 7 лет. Вот пока такие поправки предлагаются в Госдуме принять. Рафаэль Мирхатимович, по ситуации в республике, что происходит с бизнесом? Какую реакцию первую на этот шок видите вы и меры поддержки, которые вырабатывают республиканские органы власти? Как вы можете оценить, что нужно сделать в первую очередь? Ну, хотел бы отметить, на самом деле республика наша не исключение. Наши предприниматели, особенно малый и средний бизнес, это сразу на себе почувствовали негативное влияние вот этих всех факторов. Мы видим, вот как пустые рестораны, пустые развлекательные заведения. Ну и кроме того, закрыли фитнес-центры, бассейны, кинотеатры. Практически все заведения с массовым пребыванием людей временно закрыты. И, конечно, это повлекло к снижению выручки, это к снижению прибыли, а
те расходы, которые на них лежат, они остались. И, конечно, очень важно, чтобы власти оперативно отреагировали вот на эту ситуацию. И, насколько мне известно, республиканские власти и глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров дал поручение, чтобы наши предпринимательские структуры, в первую очередь общественные организации, такие как «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата, подготовили свои предложения от бизнес-сообщества, какие меры поддержки они хотели бы видеть со стороны государства. И конечно, это большая помощь будет, если государство оперативно отреагирует на запросы бизнеса. И очень важно, что те решения, которые будет принимать наша власть, чтобы они как раз опирались на запросы бизнеса, чтобы голос бизнеса был услышан. Но учитывая то, что наше правительство и глава республики дает четкое поручение всем органам власти, чтобы трепетно относились к бизнесу, чтобы помогали бизнесу, помогали ему развиваться. Я думаю, что меры поддержки, которые будут приняты на региональном уровне, они будут ощутимыми, и предприниматели это почувствуют. Ну, как вы считаете, какие меры все-таки тоже будут рассмотрены, и дальше пакет может быть расширен? Налоговые каникулы, отсрочки по кредитам, что еще может действительно помочь? Или помощь в оплате заработной платы сотрудникам? Вот какой пакет может быть оптимальным со стороны властей для бизнеса? Я думаю, что здесь пакет мер поддержки, он должен быть максимально широким. Это на самом деле и отсрочка платежей по налогам, по социальным платежам. Это, конечно, и отсрочка по арендным платежам. Ну, кстати, вот по государственной муниципальной недвижимости это уже принято. Да, это поручение правительства по этому поводу есть, чтобы дать отсрочку тем арендаторам, которые арендуют площади в муниципальных или государственных помещениях, чтобы они получили такую отсрочку. Но очень важно, у нас же многие предприниматели арендуют и в частном секторе, и поэтому здесь тоже бизнес где-то взаимно солидарен тоже должен быть. Арендодатели должны понимать ситуацию арендаторов, власти должны понимать ситуацию арендодателей, и вот эта мера поддержки, она вот эти все факторы должна учитывать. И, конечно, нужно дальше следить за ситуацией. Вот эти меры поддержки, которые предложены, да, они носят такой временный и локальный характер. Ну, нужно смотреть, если эта ситуация будет усугубляться, то вполне возможно этих мер поддержки будет недостаточно. Может быть, и необходимо будет ввести и более, скажем, такие существенные меры поддержки в отношении предпринимателей, а именно на какое-то время вообще освобождать от уплаты арендных платежей, где-то освобождать от коммунальных платежей, освобождать от тех социальных платежей, которые у них не отсрачивать, не отсрочку им давать, а именно освобождать. Потому что от того, что сделают отсрочку для предпринимателей, но если за это время бизнес уже упадет, он развалится, просто предпринимателю не из чего будет платить, а все равно эти платежи будут. Поэтому вот эти все обстоятельства нужно будет в реальном времени отслеживать и оперативно принимать решения. Я думаю, что власть к этому готова, и она это делает. Рафаэль Мирхатимович, 22 апреля у нас запланировано голосование за поправки в Конституцию России. Как вы считаете, есть ли такая вероятность, что из-за коронавируса эта дата может быть перенесена? Что видите вы, что слышите вы от коллег? Здесь сложно сказать. Конечно, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с этой эпидемией. Есть, конечно, надежда, что в ближайшие 2-3 недели ситуация улучшится и пойдет вот это вот на спад. И вполне возможно, ситуация, исходя из этой ситуации, вот всенародное голосование пройдет в обычном режиме. И, как сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, но если ситуация потребует отложить данное голосование, то, конечно же, власти это сделают. Для телезрителей БСТ, как вы понимаете, поправки, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, почему именно сейчас и почему они нужны? Ну, это связано в том числе и с теми санкциями, которые применяются к нашей стране.
и тем отношениям иностранных государств в отношении Российской Федерации. Ну и, конечно, с той ситуации, которая сложилась в целом с учетом того законодательства обновленного, которое у нас существует. И было предложено внести поправки в Конституцию, которые направлены на сохранение территориальной целостности нашей страны, на обеспечение ее безопасности, на обеспечение защиты наших граждан, в первую очередь социально незащищенных граждан, таких как пенсионеры. И предусмотрены еще ряд таких новшеств, где наши граждане могли бы напрямую влиять на власть и на те решения, которые власть принимает, в том числе и через депутатов Государственной Думы, которые в соответствии с новыми поправками в Конституцию будут уже утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров и руководителей федеральных органов. И это существенное изменение, которое было предложено президентом. Ну и ряд других новшеств, которые определенное перераспределение вот этих властных полномочий между разными ветвями власти происходит, они как раз направлены на то, чтобы нашу власть сбалансировать, чтобы она была устойчивой и крепкой. И поэтому, конечно, я хотел бы, пользуясь случаем, попросить наших жителей Республики Башкортостан, именно если вот эта дата она останется, 22 апреля, обязательно прийти, проголосовать, выразить свое отношение к тем поправкам, которые предложены в эту Конституцию. И, конечно же, я хотел бы сказать, что нужно поддержать эти поправки, потому что они на самом деле сделаны в интересах нашей страны и в интересах жителей этой страны, нашей страны. Спасибо вам большое. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был депутат Госдумы от Республики Башкортостан Рафаэль Марданшин. И мы говорили о влиянии коронавируса на нашу жизнь и о предстоящем голосовании 22 апреля за поправки в Конституцию России.